Сегодня для всех выпускников школ начинается самая ответственная пора – единый государственный экзамен. Первым испытанием для 11-классников стали экзамены по географии и литературе. Наш корреспондент Ульяна Шагина побывала в школе номер 20 города Якутска, где сегодня 175 школьников сдавали экзамен по литературе. Сейчас организаторы в аудитории будут приглашать вас. До экзамена еще больше часа. Выпускники школ толпятся в коридоре. Через час здесь начнется экзамен по литературе. Он является предметом по выбору. Юлия уже определилась с будущей профессией. Планирует стать филологом, поэтому к литературе готовилась долго и осознанно. Есть немножко мандраж, все-таки первый ЕГЭ открывает плеяду. Но я считаю, что я справлюсь, потому что я 2 года готовилась к этому и шла уверенно. Я хочу идти на международные отношения, и для этого мне надо поступить на филологическое отделение. По пути до аудитории школьники проходят 2 проверки. Сначала металлоискатель. С собой не должно быть ничего лишнего. Разрешены только паспорт, ручка, вода и шоколад. На входе в аудиторию все ребята еще раз проходят паспортный контроль, а также обязательный инструктаж. Директор школы номер 20, где сегодня проходит ЕГЭ по литературе, искренне переживает за своих учеников. В этом году здесь выпустились 30 ребят. Литературу сдают 5 из них, но не в своей школе. Таковы правила ЕГЭ. Мы пожелаем детям, выпускникам нашим удачной сдачи экзаменов. И, конечно же, спокойствие. Они все знают, все могут. И надеемся, что экзамен пройдет успешно для всех выпускников школ города Якутска. Более 8 тысяч якутян в этом году будут сдавать единый государственный экзамен. Сегодня проходят экзамены по географии и литературе, 29 мая по математике, 31 по химии и истории, далее обществознание, иностранные языки и так далее. Напомню, все эти предметы являются предметами на выбор, кроме математики и русского языка. Математика и русский язык являются предметами обязательными. Мы надеемся, что организационно мы полностью подготовлены, и экзамен пройдет без сбоев. 1 июля будет последний экзамен, резервный день, когда уже будут писать те ученики, которые по тем или иным объективным причинам не смогли в установленный график попасть. В этом году есть и незначительные изменения в правилах сдачи единого госэкзамена. Так, к примеру, экзамен по иностранному языку. Кроме английского, испанского, французского и немецкого языков можно сдать и китайский. Между тем, выпускник может выбрать для сдачи только 1 уровень ЕГЭ по обязательному предмету математики – базовый или профильный. Для выпускников это самые волнительные дни. Пожелаем им всем удачи в этом нелегком деле. Ульяна Шагина, Георгий Григорьев, Якутск.